Человек-эпоха, сильный молитвенник, истинный защитник православия. И еще при его жизни о нем ходили легенды. 90 лет исполнилось со дня рождения митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. К юбилейной дате приурочена выставка, открывшаяся в Чувашском художественном музее. Почтить память митрополита собрались представители духовенства и миряне. Все те, кому довелось быть знакомым, служить, притворять различные проекты с почившим владыкой. Своими воспоминаниями поделились епископ Канашский, Янтиковский Стефан, епископ Алаторский, Порецкий Федор. И у каждого свое, сокровенное, но неизменно светлое. Наместник Свято-Троицкого мужского монастыря архимандрит Василий Паскевич рассказывает, что первая встреча с владыкой на Святой Земле стала для него знаковой и изменила его судьбу. Ровно через год он оказался в России. И в чужой стране его принял именно тот архиерей, с которым довелось познакомиться в Иерусалиме. Патриарх Алексей II благословил французского батюшку ехать служить в Чувашию. Он меня заставил читать по-русски. Вот ходил на его кабинет, например, он мне дал вот письмо, да вот читай там текст какой-то. И он меня заставил читать. Я стесняюсь читать, я даже не умею читать. Вот заставили. И удивительный, он потерпел мои немедленные ошибки. Иногда поправил, иногда смеял, когда ты смешно как произносил. Вот такой отец. Переводчица Библии Ева Лесина говорит, то, что у чувашского народа появилось священное писание на родном языке, заслуга митрополита Варнавы. Проект по переводу Библии на языки народов страны стартовал в России в 1991 году, но до сих пор во многих регионах не могут издать книгу книг. Я вот наших переводчиков спрашиваю, а почему вы до сих пор не можете? Почему вы не можете? Не могут. Потому что нужно не только мастерство переводчиков. Там очень хорошие переводчики. Я знаю татарские, осетинские, прекрасные. Нет. Нужно благословение, вот это, который ведет. Нужен такой пастырь, который ведет, который требует и который за тебя молится. Учить себе. И таких удивительных историй много. Организаторы объявили, что будут собирать воспоминания, чтобы затем подготовить книгу памяти любимого всеми архипастыря. Организаторы назвали выставку «Я полюбил Чувашию». Эту фразу любил говорить владыка Варнава. И у нее есть продолжение «Чувашия полюбила меня». На этих 24 стендах вся жизнь митрополита, большая часть которой прошла в нашей республике. Владыка Варнава прожил большую, трудную, но яркую жизнь. Родился он в ночь на Пасху 1931 года в Рязанской области. Все его предки были священнослужителями. Он был насельником Троицы Сергиевой Лавры. Там ему посчастливилось служить со святителем Лукой Крымским. Кстати, в обители монах Варнава научился делать митры. Это головной убор, украшенный камнями. А урок мастерства преподал ему тогдашний наместник Лавры Пимен из Веков, ставший затем патриархом. Митру, которую владыка Варнава изготовил своими руками, и служил в ней на Троицу, можно увидеть на выставке. Особую памятную ценность также представляет и облачение, в котором он совершил свое последнее в жизни богослужение. В отдельной витрине государственные и церковные награды митрополита. А для поклонения представлены иконы, перед которыми старец молился в своей келье. Образ святой блаженной Матроны Московской с частицей мощей и список иконы Божьей Матери Иверской со святой горы Афон. Выставка продлится до дня кончины митрополита Варнавы 1 июня. Организаторы планируют встречи со священниками, экскурсии, круглые столы. Так что возможность прикоснуться к жизни великого старца, узнать подробности его подвижнической жизни, открыть для себя новые страницы православной истории Чувашии есть у каждого. Лидия Галактионова, Виктор Степанов, Вести Чувашия.